Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня, как и договаривались, детально обсудим вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в Республике Дагестан. Речь идет об обильных весенних паводках и сильных ливнях, которые вызвали в республике масштабные наводнения. Отмечу, что только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало сразу 3 месячных нормы осадков. За один день. С начала метеонаблюдения, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала из Жукского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть и погибшие есть. В ряде муниципальных образований нарушено электроснабжение. Существенные повреждения получила дорожная инфраструктура, включая мосты. Из-за опасности схода оползней и сели прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков. Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле. 6 апреля были заслушаны доклады о сложившейся ситуации, и Александр Вячеславович Куренков, МЧС, и глава Дагестана Сергей Алимович Меликов докладывали. Дано поручение оперативно помочь пострадавшим людям. Как следует из докладов, сил и средств для ликвидации последствий наводнения в целом привлечено достаточно. Так, во всяком случае, я услышал из доклада. Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординированно. Активную помощь им оказывают добровольцы и волонтеры. За это, дорогие друзья, хотел бы вас особо поблагодарить. Сегодня, помимо руководителя Республики Дагестан, в нашем совещании участвуют, по моей просьбе, и главы наиболее пострадавших муниципалитетов, а именно города Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов. Хотел бы узнать ваше мнение, как идет ликвидация последствий стихии, какая еще помощь нужна по линии МЧС и других федеральных ведомств, какие строительные, дорожные, другие специализированные организации нужно привлечь к работе. Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно. Давайте начнем работу. Прошу доложить, как складывается обстановка и какие приняты меры для ликвидации последствий стихии прямо на данный момент времени. Слово Александру Вячеславовичу Куренкову, МЧС, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, с 25 марта в ряде субъектов Северокавказского федерального округа складывалась неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений в виде аномальных дождей, ранее не характерных для региона. В отличие от типичных сценариев, когда циклоны формируются над Черным морем и проходят через Кавказский горный хребет, в данном случае циклон сформировался над акваторией Каспийского моря, где набрал значительный запас влаги. Основной удар стихии пришелся по республике Дагестан и Чеченской республике. Развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и, как следствие, быстрому затоплению населенных пунктов и повреждению объектов инфраструктуры. В 25 населенных пунктах Республики Дагестан были потоплены более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры в ряде населенных пунктов, нарушено энерго- и газоснабжение. Силами территориальной подсистемы РСЧС Республики Дагестан своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Заблаговременно проведена эвакуация населения для приема пострадавших граждан, развернуто 55 пунктов временного размещения. В период
С 4 по 5 апреля регион был подвержен повторному воздействию циклона. Обстановка усугубилась прорывом дамбы Гиджухунского водохранилища, что привело к подтоплению частных жилых домов. В населенном пункте Мамедра, а также ограничению движения на автомобильной дороге федерального значения Кавказ. При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек и, к сожалению, 6 человек погибло. В настоящее время в 10 населенных пунктах Республики Дагестан остаются подтоплены свыше 2000 домов и приусадебных участков. Уважаемый Владимир Владимирович, сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. Пострадавшему населению оказывается всесторонняя адресная помощь, осуществляются меры социальной поддержки, включая финансовые выплаты. У граждан есть возможность подать заявление на получение выплат как через портал госуслуг, так и в очном формате. Все необходимые проверки и сведения проходят в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия, что значительно упрощает процесс рассмотрения заявлений. Одновременно с этим во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссии в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации. Уважаемый Владимир Владимирович, органы управления СИР территориальных подсистем РСЧС продолжают выполнять мероприятия по восстановлению жизнедеятельности пострадавшего населения. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 1000 человек и 240 единиц техники, в том числе от МЧС России 230 человек и 57 единиц техники. Для мониторинга обстановки на территории республики применяется авиация МЧС России. С целью наращивания группировки на территории Республики Дагестан дополнительно прибыли спасатели Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его филиалов. Кроме того, в оказании помощи пострадавшему населению активное участие принимают добровольцы, в том числе из соседних регионов. На сегодняшний день сил и средств достаточно. В случае ухудшения ситуации мы готовы оперативно нарастить группировку. Обстановка находится на особом контроле. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, Мельков Сергей Леонидович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, разрешите в первую очередь поблагодарить вас, Владимир Владимирович, все структуры правительства России, которые оказывают нам всестороннюю поддержку, в качестве дополнения к докладу Александра Вячеславовича. В период с 27 по 29 марта текущего года на территории республики прошли аномальные осадки в виде ливневых дождей и мокрого снега в горных районах, которые вызвали дождевые паводки, поднятие уровня горных рек, сход сели и активизацию оползней. В связи с этим для органов управления сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Дагестан был с 27 числа введен режим функционирования повышенная готовность. А с 30 числа, когда мы оценили первые последствия стихии, наиболее пострадавших 11 муниципальных районах был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации регионального характера. Развернут постоянно действующий оперативный штаб при комиссии по ЧС Республики Дагестан. В результате проведенного значительного объема работы вам удалось к 1 апреля стабилизировать ситуацию, восстановить электро- и водоснабжение, на многих участках восстановили движение автотранспорта, что способствовало опять же восстановлению инфраструктуры в горных районах. Однако повторные аномальные осадки 4-5 апреля привели к осложнению, включая подтопление территорий, повреждение объектов инфраструктуры и повторные локальные отключения систем жизнеобеспечения. В результате этих явлений действительно погибло 6 человек, в том числе 3 детей. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попало до 1,5 миллиона жителей республики. При этом проведена эвакуация 6229 человек, в том числе 1300 детей. Как было сказано, развернуто 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1800 человек, в которых реально размещено 700 человек, остальные размещены по ближайшим родственникам. Повреждения различной степени тяжести получили более 6000 жилых домов, включая многоквартирные дома в Махачкале, Буйнакске и Дербенте. Пострадало 842 социально значимых объектов. Произошли нарушения инфраструктуры электроснабжения в 564 населенных пунктах.
с газоснабжения более чем в 7 тысячах жилых домах, которые сейчас активно восстанавливаются. В Буйнакском районе в результате активизации оползневых процессов в активной зоне оползня оказалось 40 жилых домов. В Дербентском районе в результате прорыва дамбы комплекса гидротехнических сооружений подтоплено 258 жилых домов вместе с приусадебным хозяйством. Значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу республики. При этом в результате паводков погибло порядка 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота, более 60 тысяч голов птиц. При этом, Владимир Владимирович, эпизодическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы, эпидемиологическая ситуация в регионе на сегодняшний день спокойна. Определен объем необходимых дезинфицирующих средств для санитарной обработки территорий. Мы приступим к проведению этой работы сразу же, как только отойдет вода и будут созданы необходимые условия. Большой вред наводнение принесло дорогам. В результате оползней селевых масс было затруднено или ограничено движение на 27 участках автодорог, в том числе федеральной автомобильной дороги Р-217 Кавказ. Нарушено транспортное сообщение с 97 населенными пунктами, которые сейчас восстанавливаются. На участке Северокавказской железной дороги в результате подмыва опор произошли частичные обрушения железнодорожных мостов, размыто 2 участка железнодорожного полотна. Путевые и дорожные службы всех уровней переведены на усиленный режим работы и проводят восстановительные работы. Всего на сегодняшний день остаются подтопленными свыше 2000 жилых домов, более 2100 приусадебных участков и более 180 участков дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 200 населенных пунктах. Остается нарушенным транспортное сообщение более чем с 80 населенными пунктами. Продолжается проведение аварийно-восстановительных работ, деятельность комиссии по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий ЧС. Как было сказано, к реагированию привлечены более 1300 человек и большое количество волонтерских групп, которые, Владимир Владимирович, прибыли к нам даже с территории Луганской Народной Республики. Отдельного внимания требует вопрос организации компенсационных выплат пострадавшим гражданам в связи с утратой жилья, имущества и нанесенным материальным ущербом. На территории республики помощь осуществляется посредством оказания единовременной материальной помощи через портал госуслуги. При этом мы готовы и оказываем помощь, в том числе в очном порядке, там, где через госуслуги, в силу, опять же, аварийных ситуаций, оказывать ее пока невозможно. Работают оценочные муниципальные комиссии. С понедельника мы работу муниципальных комиссий перевели на круглосуточный режим работы со сменой сотрудников. Особого внимания требует вопрос переселения граждан с территорий, подверженных оползневым процессам, в безопасные зоны с обеспечением их соответствующим жильем и социальной инфраструктурой. К сожалению, в значительной степени на негативные последствия оказали влияние такие многочисленные факты, как исторически застроенные природоохранные зоны. На незаконно выделенных земельных участках в нарушении всех градостроительных регламентов строились многоквартирные дома и индивидуальные жилищные строения. Такая застройка повлияла на сужение русла рек, дренажных каналов, что во многом и явилось причиной низкой пропускной способности больших объемов ливневой воды. Мы проводим сегодня работу по недопущению незаконной застройки, соблюдая правила комплексного развития территорий. Однако в предыдущие годы в городах, районах динамично развивался индивидуальный жилой сектор, который сегодня объективно заселен людьми, и на собственных земельных участках жители так и не успели оформить право на свои дома. В этих домах проживают люди, которые не могут сегодня рассчитывать на полный объем государственной поддержки. Как мы видим выход из этой ситуации? На сегодняшний день идет работа по сбору информации в данном направлении, а для оказания помощи этой категории граждан формируются внебюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня Дагестан – это пример того, как беда стирает границы. В республике развернуты 43 пункта сбора гуманитарной помощи. Работают благотворительные фонды. Более 2000 волонтеров вышли на расчистку. Хотелось бы слова благодарности сказать руководителям
федеральных органов, МЧС, Минстроя, Минэнерго, Росавтодора, других ведомств, всем субъектам Северокавказского федерального округа, а также настолько отдаленным от нас республик, как Республика Коми, Забайкалье и такие организации, как «Газпром», Росавтодор, Сбер, за принимаемые меры. Однако, несмотря на эти меры, ситуация остается сложной. К сожалению, Владимир Ильич, мы сегодня получаем, опять же, неблагоприятный прогноз на предстоящие дни. Готовимся к той ситуации, которая может сложиться в результате неблагоприятных погодных условиях, в том числе по оказанию мер поддержки, необходимой для граждан, но также оперативно, как мы это смогли сделать вот при первых двух ситуациях. Безусловно, для реконструкции и строительства утраченных, поврежденных социальных объектов мы планируем заявляться в действующих долгосрочных проектах и национальных программах. Сегодня этот вопрос был обсужден с Владимиром Владимировичем Яковлевым, который у нас в данный момент пребывает на территории республики, в том числе сегодня посетил несколько пунктов временного размещения и встретился с гражданами. С учетом изложенного, уважаемый Владимир Владимирович, мы поддерживаем предложение Куренкова Александра Вячеславовича о повышении статуса чрезвычайной ситуации в связи со сложившейся ситуацией и возможными ситуациями, которые основаны на предстоящих прогнозах. Владимир Владимирович, хочу от себя и от дагестанцев огромное спасибо сказать вам лично за постоянную поддержку и внимание к нашей республике. Доклад закончен. Да, спасибо большое. И как и я и просил, я вижу, у вас в кабинете находится руководитель Махачкалы, Дербенского Хасавюртского района. Просил бы их высказаться. Пожалуйста, давайте с Махачкалы начнем. Глава города Махачкала Салават Джамбулат Шапиевич. Уважаемый Владимир Владимирович, в период с 27 по 29 марта 2026 года на территории города Махачкала выпал объем осадков, значительно превышающий климатическую норму. Это привело к выходу из берегов рек Черкес-Озень и Тарна-Ирка, а также канала имени Октябрьской революции. В результате в столице республики оказались подтоплены 3755 жилых домов в 173 улицах. Зона бедствия затронула значительную часть городской инфраструктуры. 28 марта текущего года проведено внеплановое заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности города Махачкала. По постановлению администрации города на 28 марта на территории города Махачкалы с 9:00 часов 28 марта введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Утвержден план мероприятий. Из зоны потопления эвакуировано 429 человек, в том числе 135 детей. Расселены пункты временного размещения 245 человек, из них 76 детей. Все они обеспечены трехразовым горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой и обувью, круглосуточной медицинской помощью. Остальные разместились у своих родственников. Всего в городе Махачкала развернуто 15 пунктов временного размещения, имеется достаточно резерв мест для дополнительного размещения граждан. Несмотря на вынужденное отключение подстанций Восточная и Приморская, оперативно удалось восстановить электроснабжение. Работа подстанции Восточная возобновлена 29 марта, а Приморская 31 марта. Разрыв газопровода высокого давления удалось восстановить 31 марта текущего года и полностью обеспечили газоснабжение. Из-за вынужденного прекращения подачи воды с ушерских очистных сооружений нами организован круглосуточный подвоз питьевой воды в пострадавшие микрорайоны и объекты социальной инфраструктуры. Подача воды полностью восстановлена 1 апреля 2026 года. Для оценки ущерба и обследования жилых помещений и имущества граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, распоряжением города Махачкала создана комиссия из 51 рабочих групп. Организован прием заявлений от пострадавшего населения. Всего поступило 93 647 заявлений. Обследовано комиссией 1546 домовладений. Повторное выпадение большого количества осадков в период с 4 по 5 апреля 2026 года обратно привело к разливу рек Черкес-Озень и Тарна-Ирка. В зоне стихии вновь оказались те же улицы и дома, которые были подтоплены 27-29 марта текущего года, а также объекты жизнеобеспечения людей. Из-за подмыва основания селевым потоками произошло обрушение трехэтажного дома, расположенного в районе улицы Перова, русла реки Тарна-Ирка. Благодаря своевременной эвакуации жителей жертв удалось избежать. Такая же угроза возникла по 4 многоквартирным домам, расположенным по адресам улица Перова, 10, дом 12, дом 14, дом 16. Из-за подмыва фундамента проведена эвакуация жильцов, количество 300 человек. Размещены пункты временного размещения 60 человек, из которых 26 детей. Остальные разместились у своих родственников.
Из микрорайонов города, которые оказались в зоне подтопления, проведена дополнительная эвакуация пострадавших людей. Таким образом, всего с начала стихии эвакуировано более 1070 человек. В пунктах временного размещения расселены 431 человек, из которых 151 детей. Все они обеспечены горячим питанием, предметом первой необходимости, одеждой и обувью, и им оказывается медицинская помощь. В результате подтопления 27-29 марта и 4-5 апреля текущего года разрушены 18 частных домов, в которых проживает 72 человека. Повреждены 27 частных домов и 4 многоквартирных дома. Это 2 шестиэтажных и 2 пятиэтажных дома, в которых проживает более 400 человек. В настоящее время восстановлена полностью работа электроподстанции Приморская и Восточная, юго-восточных очистных сооружений, насосные станции Приморская и других объектов жизнеобеспечения, которые пострадали во время второй фазы данной стихии. На сегодняшний день превышение заболеваемости не наблюдается. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка в норме. Дополнительных угроз чрезвычайной ситуации не наблюдается. Благодаря слаженным действиям оперативных служб, четкой организации эвакуации и социальной поддержки удалось избежать человеческих жертв и минимизировать последствия стихии. Гражданам, оказавшимся в беде, оказывается вся необходимая помощь, включая жилье, одежда и питание. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Жамал Шапевич, что, по вашему мнению, сейчас в столице республики является самым острым, самая острая проблема какая? Самая острая у нас постоянная проблема, Владимир Владимирович, с электропитанием. Это электричеством, то, что связано, мы уже последние годы действительно страдаем от этого. От электричества, Владимир Владимирович, сегодня и дальнейшее, и водообеспечение, и насосные станции, все это зависит именно от электричества. Поэтому огромная просьба, если с электричеством у нас вопросы будет поддержка отдельная выделена, конечно же, нам будет намного-намного удобнее. Пока мы все своими силами справляемся, Владимир Владимирович. Хорошо, спасибо. Дербенский район, пожалуйста. Глава Дербенского района Эльман Васильдеев. Уважаемый Владимир Владимирович, в результате выпадения обильных осадков в период с 27 по 23 марта и с 4 по 5 апреля 2026 года на территории муниципального района Дербенский район имело место подтопление домов и хозяйственных пристроек. В отдельных населенных пунктах района также имелись места размывания дорог, прорыв растительных каналов, плотин и подтопление социальных объектов. Указом главы Республики Дагестан с 30 марта 2026 года на территории района действует режим функционирования чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплением жизнедеятельность нарушена. Наибольшее число подтоплений домов имеет место в поселке Мамиткала, сельсовет Хазарский, сельсовет Первомайский. Ситуация резко усугубилась в результате прорыва Гиджурской плотины. В связи с этим возникла необходимость срочной эвакуации населения в населенных пунктах Мамиткала, Мичурина и Андреевка. Общей численностью 5349 человек. Для этого были развернуты 6 пунктов временного размещения на 808 человек. Было задействовано 3 пункта временного размещения. В результате проведенных эвакуационных мероприятий никто не пострадал. Жертв среди них нет. В указанных пунктах было размещено 368 человек, в том числе 8 детей, из которых 4 грудных ребенка. Было организовано трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание. Постоянно с ними работали психологи. Имеется достаточное количество питьевой воды и продуктов питания. Большая часть людей были размещены у родственников. Для эвакуации населения задействованы силы и средства оперативного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям, автобусы и транспорт гражданскому населению. Огромную помощь оказывают волонтеры и простые жители не только Дербенского, но и соседних районов и городов. В кратчайшие сроки полностью будет восстановлено движение транспорта по обоим полосам федеральной дороги Кавказ, а также по другим автодорогам. Электроснабжение и газоснабжение восстановлено. К сожалению, не обошлось без жертв, в том числе имеются погибшие. На сегодняшний день ситуация стабильная, эпидемиологического нарушения не имеется. Идет оценка подомовой обход каждого владения для установки финансовых средств помощи населению. Доклад окончен. У меня такой же вопрос, Эмрат Хаджибалиевич. Тоже самая острая проблема какая в районе? На что нужно обратить внимание? И как оказывается помощь семьям, где есть пострадавшие и тем более погибшие? Оказывается, материальная помощь, острой необходимости каких-либо не имеется, Владимир Владимирович. Вся помощь, все достаточно, оказывается, все сделано. Ладно. Материальная помощь не выплачена. Возникнет, прямо сразу обращайтесь к коллегам и к руководителю республики. Пожалуйста, Багудин Гажимурадович.
Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает временно исполняющий полномочия главы Хацырского района Мамаев Владимир Мурадович. В ходе обильных осадков наиболее пострадавшим у нас является сельсовет Адилятарский, куда входят 3 поселения. Это Адилятар, Тутлар, Кадаратар. Общее количество жителей в данном сельсовете 4045 человек. Из них мужчин 1984, женщин 2061. В том числе дети до 8 лет 530, от 8 до 13 лет 813 человек, пенсионеров 408, количество хозяйств 754, количество поврежденных домовладений 538, разрушенных 457, поврежденных и которые могут восстановиться 81. Также у нас большое количество попало под сельхозугодия. Земли сельхозугодия, которые подверглись паводкам, 2400 гектаров. Земли населенных пунктов 254 гектара. В пункте временного размещения находится 51 человек. И всего эвакуировано 2170. Сил и средств на сегодняшний момент достаточно. Гуманитарный запас воды, продовольствия имеется. Техника задействована. Селение Адилятар, пока вода у нас присутствует, идут работы по отводу воды населенного пункта. Доклад завершен. Да. Спасибо большое. Я хотел бы обратиться к руководителям муниципалитетов. У вас самая ответственная работа и самая сложная, самая тяжелая, потому что вы прямо напрямую с людьми общаетесь. Прошу самым внимательным образом относиться ко всем возникающим проблемам, оперативно реагировать и доносить это до руководителей республики и федеральных органов власти. А мы с коллегами из федеральных органов власти сейчас тоже побеседуем. Пожалуйста, Ирак Анварович, слышали, да, что коллеги сказали по электроснабжению, по некоторым другим вопросам? Пожалуйста, Ирак Анварович. Да, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Минстроем в составе межведомственной рабочей группы с МЧС осуществлен выезд на территорию Республики Дагестан для осмотра последствий паводков. По линии Минстроя региону оказывается на настоящий период вся организационная методическая поддержка. Наряду с объектами жилья, энергетики, транспортной инфраструктуры также пострадала и коммунальная инфраструктура, объекты социально-культурного назначения. Работа совместно с регионом организована. Здесь бы хотел выразить слова благодарности за слаженное взаимодействие с спасателям, энергетикам, транспортникам, коммунальным службам, а также региональной команде и волонтерам. Сегодня, как и в аналогичных ситуациях ранее, перед нами стоит задача организации обследования всей поврежденной инфраструктуры. Одновременно отрабатываем вопрос предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка. Для этого с учетом установленных законодательством условий будет организовано совместно с регионом обследование жилых помещений и инфраструктуры для определения их состояния в соответствии с постановлением номер 47. По результатам обследования сформированы перечни поврежденного и утраченного жилья и инфраструктуры. Минстрой по мере отработки поступивших документов оперативно обеспечит их отработку совместно с задействованными федеральными органами исполнительной власти. Доклад завершен. Спасибо за внимание. Вот что с электроснабжением? Еще раз мне скажите. Владимир Владимирович, на территории Дагестана всегда было недостаточно электроснабжения. Сегодня работа в этом направлении идет. Примем дополнительные меры, Владимир Владимирович. Отработаем совместно с Минэнерго и Россетями. Да, послушайте, Ирак, вы мне, пожалуйста, доложите об этом. Я знаю о проблемах в целом, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо сделать все для того, чтобы такие хронические проблемы не усугубляли ситуацию, а наоборот, использовать то, что случилось, к сожалению, для того, чтобы ситуацию выправлять в целом и на перспективу. Хорошо? Хорошо, подготовлю доклад, Владимир Владимирович. Да, спасибо большое. Пожалуйста, Михаил Леонидович, по поводу здравоохранения. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, начну, наверное, с того, что мы первые все учебы, занятия и тренинги провели где-то месяц назад.
со всеми субъектами, поэтому органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации все получили четкие указания, алгоритмы действий. И на сегодняшний день для оперативной координации на месте у нас выдвинулись туда главные специалисты Центров медицины катастроф и представители руководства Минздрава. Поэтому сформирована сегодня бригада, которая, по сути дела, координирует все работы. Хочу поблагодарить МЧС, Роспотребнадзор и, конечно же, органы исполнительной власти и субъекта, поскольку вместе с ними на сегодняшний день организовываем работу. Ресурсов человеческих достаточно, у нас работают и сегодня 97 формирований, есть возможность увеличения, включая в том числе с нашим университетом медицинским, который находится на территории Махачкалы, и привлечение непосредственно сил и средств Центра медицины катастроф. По пунктам временного размещения, соответственно, вся помощь организована, плюс выдвинули мобильные фельдшерско-акушерские пункты, там, где ведут работы большое количество волонтеров, сотрудников МЧС и многое другое. Соответственно, там на месте поставили мобильные машины для того, чтобы, если необходимо, какие-то непосредственно мелкие медицинские услуги оказывать на месте. Также сделали контроль по гуманитарной помощи, поскольку об этом говорилось, поступают и лекарственные препараты для того, чтобы исключить какие-то поступления препаратов с нарушением температурной цепочки хранения или, не дай бог, просроченных каких-то. Все это контролируется сегодня медицинскими работниками и безопасность обеспечена. Особое внимание уделяем беременным женщинам, потому что в зоне подтопления 110 беременных женщин находится, и 11 из них на поздних сроках беременности, а также 278 детей до года. Вся медицинская помощь организована, в том числе сейчас дополнительно подключили наших специалистов, чтобы разъяснять все-таки вопросы профилактики, также и у детей, инфекционных осложнений, соблюдения гигиенических норм. Также начали вакцинацию по профилактике инфекционных заболеваний, проводят вакцинацию против гепатита А, также используем бактериофаг, дополнительно передаем туда сейчас из близлежащих регионов вакцину и из Центра медицины катастроф, а также из резерва. Поэтому здесь каких-то дефицитов пока сегодня не испытываем, все организовано. Ну и, конечно же, ключевым является организация дополнительной на случай необходимости коечной сети. Она подготовлена, какого-либо дефицита сейчас не испытываем, поэтому все работаем, условно, так говоря, в условиях ЧС в штатном порядке. 41 объект системы здравоохранения подтоплен был, поэтому оценку мы проведем по уже результатам, когда все мероприятия завершим. Спасибо, доклад закончен. Спасибо большое. Анна Юрьевна Попова, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, Роспотребнадзором принят и проводится необходимый комплекс мер по недопущению ухудшения санэпидобстановки. И хочу доложить, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Республике Дагестан стабильная и контролируемая. Главный риск в этой ситуации для Республики Дагестан – это риск, связанный с водой. Поэтому с самых первых дней, с субботы 10 днями раньше, мы начали очень плотный контроль с момента начала ситуации за качеством и безопасностью воды водопроводной. И хочу сказать, что очень оперативно включились органы власти субъекта. Во-первых, для того, чтобы обеспечить качественной и безопасной питьевой водой неводопроводное население, достаточное количество воды бутилированной, воды привозной для населения. И очень важно было в первые минуты проинформировать население о том, что в таких условиях гарантировать безопасность воды водопроводной невозможно ни в какой ситуации. Поэтому проинформировали сразу, что употреблять только кипяченую и только бутилированную. И проконтролировали, кроме того, чтобы было достаточно воды, еще и цены в торговых точках, чтобы не было никакого
никакой попытки, ее не было, никакой попытки, мы здесь коллегам помогли. На сегодняшний день воды достаточно, обеспечение достаточное. Но при вот такой ситуации, при переполнении источников водоснабжения, при стоке туда грунтовых вод, конечно же, вода в источниках водоснабжения по всей территории, она в самом источнике не гарантированного качества, поэтому это должно продолжаться при вот той ситуации, которая складывается. Население должно получать воду гарантированного качества, и, к сожалению, сегодня это не водопроводная вода. Но все, что необходимо, управление субъекты, управление муниципалитетов сегодня делают, поэтому это позволяет сегодня поддерживать тот уровень эпидемиологического благополучия, который на сегодняшний день есть. Хочу сказать, что мы обратили значимое внимание на состояние пунктов временного размещения. Это важно. Там сегодня в самом деле все в соответствии с требованиями. Трехразовое питание, качество питания достаточное, постельные принадлежности и условия, те, которые должны быть. Мы продолжаем этот контроль. Трехразовое питание, горячее, дети получают все необходимые условия для присутствия там. Вместе с тем контролируем вакцинацию и поставили задачу о вакцинации. Вакцинация уже идет. Мы очень надеемся, что темп ее будет более интенсивным. Правительством дано поручение по выпуску из резерва дополнительных объемов вакцин и бактериофагов, которые сегодня нужны. Это все выполняется, коллеги уже получают дополнительные средства и, соответственно, вакцины. Мы рассчитываем вместе с коллегами, и об этом уже Сергей Алимович сказал, на период, когда будут очищены территории для того, чтобы проводить дезинфекцию дворов, дезинфекцию домов. Все расчеты есть, все потребности понятны, количество бригад, которые будут это делать, тоже сегодня рассчитано, и мы прививаем сегодня и стараемся, чтобы были привиты и те волонтеры, и те, кто будут эти работы делать, потому что там тоже есть определенный риск. Сегодня эта готовность обеспечивается. Хочу доложить, что на территории подтопленных нет ни одного скотомогильника, которые всегда доставляют нам много рисков, нет складов ГСМ, нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок, и это позволяет нам создать более оптимистичный прогноз на период обработки после того, как будут освобождены эти территории от воды. По готовности медицинской базы для инфекционных больниц здесь тоже полностью обеспечена готовность. Наши лабораторные мощности тоже готовы полностью. Коллеги работают. Они усилены мобильными нашими лабораториями на шасси КАМАЗа. У нас в Махачкале расположена противочумная станция, специализированное учреждение, которое контролирует природные очаги. Там тоже все под контролем. На сегодняшний день ситуация стабильна. Но мы, безусловно, продолжаем контроль, готовы усилить его. При необходимости все силы в прилежащих субъектах у нас готовы. Но пока коллеги справляются в полном объеме. Ну и очень важно, что мы сейчас делаем, и вместе с волонтерами сейчас привлекаем их, это информирование населения. Как себя сегодня вести, чтобы не заболеть, что надо прививаться, и что делать, и как обрабатывать безопасно для себя после того, как вода уйдет. Работаем, держим на контроле и, безусловно, сделаем все, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Спасибо, Владимир Владимирович, доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Дороги, мосты, пожалуйста, Андрей Федорович. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас объекты гражданской авиации, водного транспорта и пунктов пропуска не пострадали. Федеральные дороги также не пострадали. Нанесен ущерб автомобильным дорогам и искусственным сооружениям регионального муниципального значения, а также объектам железнодорожного транспорта. В части дорог Росавтодором организованы работы по оценке причиненного ущерба. Мобилизованы техника и рабочие бригады, 57 организаций, 255 единиц спецтехники и почти 500 человек. Соответственно, у нас 14 участков муниципальных дорог пока закрыты. Начинали мы со 108, работа продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы совместно с регионом постараемся с дорогами разобраться до конца. То есть из 108 осталось только 14 на сегодняшний день. В части железнодорожной инфраструктуры произошло опрокидывание опор и обрушение пролетных строений 2 железнодорожных мостов. Один через реку Ярексу на станции Хасавюрт, это исторический мост 1893 года постройки,
и через реку Бугань, перегонно Каяген-Берекей 52 года постройки. Определен план восстановительных работ. 6 апреля восстановлено движение поездов на первом и втором участке перегона Мамед-Кала, Дагестанские огни. Значит, через реку Бугань запускаем движение 10 апреля, а по отчетному пути через мост на станции Хасавюрт планируем открыть 15 апреля. В период восстановительных работ движение поездов с сообщением Санкт-Петербург-Махачкала и Махачкала-Санкт-Петербург организовано измененным маршрутом через станцию Кизыл-Юрт, Кизляр-Гудермес. Этим маршрутом с момента возникновения инцидента проследовало 9 поездов, перевезено порядка 3000 пассажиров. Организован комплекс мер по вывозу пассажиров железнодорожных станций Махачкала, Хасавюрт и Дербент. Вот до измененных этих наших станций поездов 24 автобуса привлечено. А те, кто отказывается от поездки, компенсируем потери в полном объеме. Но в принципе огромное спасибо здесь субъекту Республики Дагестан, коллегам из Дорожного агентства, из российских железных дорог. Все достаточно оперативно восстанавливаем, рассчитываем в ближайшее время транспортную инфраструктуру привести в порядок. Доклад закончен. Хорошо. Надо помочь будет республике обязательно. Они сами даже с тем небольшим объемом не справятся. Им сложно будет это сделать. Ну, мы с вами понимаем, о чем речь, поэтому обращаю на это внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Лут Оксана Николаевна. Да, спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В результате неблагоприятных погодных явлений нанесен ущерб сельскому хозяйству в 16 муниципальных районах Республики Дагестан. По предварительным расчетам, представленным Минсельхозом Республики, ущерб составляет порядка 640 миллионов. Как Сергей Алимович сказал, его коллеги, у нас пострадали сельхозугодия, виноградники затронуло у нас и ряд поголовья животноводческого, особенно у личных подсобных хозяйств, соответственно. По мере схода воды районными комиссиями будут проводиться оперативные обследования пострадавших объектов, будет все заактировано, и, как вы сказали, Владимир Владимирович, будем подходить к каждой ситуации индивидуально для возмещения возможного ущерба. И что касается эпизодической ситуации, как только сойдет вода, сотрудники Минсельхоза и необходимые сотрудники бригады из других регионов будут направлены в Дагестан для ликвидации последствий, для того, чтобы обеспечить необходимое эпизодическое благополучие в связи с падежом скота. Что касается доступности продовольствия, здесь мы с Сергеем Алимовичем на связи. Цены у нас стабильные пока на основные продукты питания. Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем оперативно подключаться, пока таких ситуаций нет в районах. Если говорить про саму мелиоративную сеть, да, которая достаточно широка у нас в Республике Дагестан, ею было принято на себя и отведено более 300 миллионов кубических метров стоков, это свыше трети годового объема штатной водоподачи в регионе. Несмотря на подготовительные мероприятия, оперативно принятые меры государственными мелиоративными системами и гидротехническими сооружениями, находящимися в ведении Минсельхоза, был нанесен ущерб. Мы сейчас смотрим, что это за ущерб. 50 объектов, пока мы видим, у нас пострадало, и предварительная сумма ущерба тоже порядка 358 миллионов рублей. Здесь нам надо будет сейчас оперативно восстанавливать нанесенный ущерб, потому что у нас близится поливной сезон, и плюс возможно повторение паводков в ближайшее время, и, соответственно, мы примем безотлагательные меры по возобновлению работоспособности наших систем. Спасибо, доклад окончен. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. И что нас ожидает по погоде-то, Александр Александрович, в ближайшее время? Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Сергей Алимович уже частично коснулся этого, я остановлюсь подробно. Сегодня утром в 11 утра Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом плюс гроза. И 11 апреля начнется третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут, Исамур, там населенные пункты, это Батлих, Кунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, то есть на это надо будет обратить внимание. Также коснется это прибрежных городов. Кроме этого, штормовое предупреждение на 10 апреля выпущено на Чечню и Ингушетию. Там 60 миллиметров осадков и более. Здесь особенно затронет реку Терек, а она как следом проходит через Дагестан, то уровень воды поднимется и на его территории.
Соответственно, в Дагестане была проведена большая превентивная работа по расчистке и строительству валов. И эти валы выдержали напор воды, то есть он достигал 800 метров в секунду. Обычно это 200. Значит, эта ситуация повторится. После того, когда дожди с Ингушетии и Чечни попадут в Терек, они придут в Дагестан. Соответственно, что необходимо сделать и какую задачу мы себе видим? И уже начали ее выполнять. Первое. Река Терек. Сегодня коллеги обследовали ее. 7 участков видят, которые размыты после того паводка, который был. Соответственно, на них нужно сфокусировать все силы и сделать так, чтобы эти участки не размыло. Эту работу с коллегами из Дагестана делаем. Здесь очень важно, потому что там 5 населенных пунктов, больше 6 тысяч человек. Соответственно, здесь эту работу нужно сделать. 3 реки Аксай, Ериксу, Ямансу. По ним также ведутся работы. И их надо усилить до 11 апреля. И часть речек, это в городе Махачкале и в Маджалисе, это река Улучай, Акташ, Карлаюнте, также до 11.04 по ним нужно выполнить работы. Руководитель Росфотресурсов с командой сегодня убывает на место, там, соответственно, вместе с руководителем координирует работу. Я прибываю в пятницу, и мы, соответственно, подводим итоги для того, чтобы к 3-й волне мы максимально были готовы, хотя бы теми ресурсами и средствами максимально быть готовым к прохождению 3-й волны. Спасибо за внимание, доклад закончен. Спасибо, Александр Александрович. Ну, вот сейчас Александр Александрович Козлов упомянул о этих ресурсах. Без них вообще ничего не надо решать. Пожалуйста, Силуанов Антон Германович. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, находимся на связи с коллегами из МЧС и Минстроя. После определения оценки ущерба, объема разрушения инфраструктуры, жилых домов, а также списков пострадавших граждан, оперативно окажем финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Также на связи с Республикой Дагестан при необходимости также оперативно окажем необходимую финансовую помощь коллегам для решения финансовых вопросов. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. И прошу тоже оперативно реагировать на все вопросы, связанные с решением всех проблем по ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Коллеги, пожалуйста, если есть необходимость кому-то что-то добавить, прошу вас. Да, Меликов. Хотел доложить вам, сегодня несколько раз ситуация звучала по детям. Значит, по детям решение принято следующее. Минпрос нам выделяет путевки неочередные в детские центры. Алена, Картек, хотел тоже коллег за это поблагодарить. Порядка 75 детишек мы будем туда вывозить. То в основном из тех семей, которые сегодня не могут вернуться в свои дома. И в дальнейшем также будем наращивать усилия по размещению детей в детских оздоровительных лагерях, в том числе соседних субъектов. Хотел за это сказать спасибо. Правильно, обязательно нужно делать. И прошу вас проконтролировать и эту работу. Очень важно для людей. Все. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы сказать следующее. Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан. Вот мы сейчас все эти аспекты обсуждали подробно. В ее состав должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Я просил сегодня присутствовать на нашем совещании Рамазанова Магомеда Исрафаиловича. Значит, Магомед Исрафаилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан, и там в качестве зам полпреда поработать на вашей малой родине, и ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы.
возглавит комиссию министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обратил внимание на то, что руководством республики создана 51 рабочая группа по определению ущерба. Так, я правильно услышал? 51 рабочая группа. Вот. Это люди, которые должны напрямую с пострадавшими семьями решать вопросы, связанные с оценкой ущерба. Я прошу вас индивидуально подходить к каждой конкретной семье, к каждой конкретной ситуации. Понимаю, и так бывает почти всегда вот в таких вот обстоятельствах, что-то недооформлено, что-то неправильно оформлено. И, конечно, такие вопросы нужно решать. Но нужно решать их спокойно, исходя из требований закона. Это само собой разумеется. Но во главе угла этой работы должна стоять одна задача – оперативная помощь людям. Вот на это прошу вас обратить прежде всего внимание. И рассчитываю, что созданная комиссия, которая будет создана вот в самое ближайшее время, сегодня просил бы правительство выпустить соответствующий документ, начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям и прошу докладывать мне регулярно по тому, что будет происходить. Александр Вячеславович, слышите меня? Так точно, Владимир Ильич. Есть, принял. Да, хорошо. Всем спасибо. Всего хорошего.